В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Авиакомпании Российской Федерации увеличили перевозки в январе 2020 года на 6,4% относительно аналогичного периода прошлого года. Это до 8 миллионов 860 тысяч человек, сообщили в Росавиации. Пассажирооборот достиг отметки в 23 миллиарда 800 миллионов пассажирокилометров. Отметим, что в 2019 году российские авиаперевозчики обслужили 128 миллионов пассажиров. Это на 10% больше, чем годом ранее. И совпало с прогнозом Минтранса. Напомним, что по итогам этого года ожидается рост пассажиропотока на уровне 7–8%. Компания «Алроса» реализовала с начала года алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 405 миллионов долларов США. Объем продаж алмазного сырья третьим сторонам составил свыше 390 миллионов долларов. Бриллиантов более 14,5 миллионов долларов США. В январе наблюдался стабильный спрос на алмазное сырье. Гранильный сектор продолжал пополнять запасы на фоне позитивных результатов продаж ювелирных украшений ритейлерами в период рождественских праздников. Тем не менее, в отчетный период объем реализации снизился на 44% в годовом сопоставлении. Так, объем продаж алмазного сырья составил 278 долларов США, бриллиантов почти 3,5 миллионов долларов. Авиакомпания «Полярные авиалинии» планирует приобрести около 40 самолетов и вертолетов до 2030 года. Так, согласно соглашениям, заключенным с разработчиками, предусмотрено 7 модернизированных вертолетов «Ансат», 25 самолетов «Байкал», 10 самолетов Л-610, 3 самолета Ил-114-300. В этом году за счет расширения маршрутной сети и увеличения количества рейсов «Полярные авиалинии» планируют обеспечить перевозку 167 тысяч пассажиров, что на 50% больше, чем в прошлом году. Отмечается, что в последние 2 года флот авиакомпании пополнился 5 новыми вертолетами Ми-8 МТВ-1 в медицинской комплектации. Уральский завод тяжелого машиностроения направил в арбитражный суд Якутии заявление о взыскании с компании «Эльга-Уголь» 381 миллион 700 тысяч рублей. Об этом сообщает ЕСИА. Заявление пока не принято к производству. Отмечается, что предварительное судебное заседание еще не назначено. Отметим, что «Эльга-Уголь» входит в группу «Мечел». Суть претензий компании не раскрывается. Сингапур планирует сотрудничать с Якутией в области нефтегазового комплекса, возобновляемой энергетики и информационных технологий. Такое желание озвучил министр иностранных дел Сингапура Сэм Тан. Он также сообщил о готовности посетить республику с официальным визитом в этом году. Цель его визита – развитие двухсторонних связей и изучение опыта региона в социально-экономическом развитии. 3 наследника Хангаласского района Якутии получат субсидии на благоустройство сельских территорий. Так будет восстановлен памятник воинам, землякам, участникам Великой Отечественной войны в Мальжигарском первом наследии. В селе Качекацы и в Актемском наследии обустроят парк культуры и отдыха и парк учительский. Всего на конкурсный отбор для реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий было предоставлено 179 пакетов документов из 16 районов. В этом году на эти цели будут выделены финансовые средства в размере 139 миллионов рублей. Реконструкцию аэропорта Ленска оценили в 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Республика намерена включить объект в разрабатываемую национальную программу развития Дальнего Востока. Сейчас идет разработка документа, который в окончательном виде будет принят как отдельная федеральная программа. Напомним, что в Якутии 16 аэропортов будут построены или реконструированы по национальной программе развития Дальнего Востока до 2024 года. Ленский аэропорт в приоритетном списке 10 дополнительных аэропортов для включения в эту программу. На этом у меня все к этому часу. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.